Однажды одному имаму звонит человек и задает вопрос такой. Хазрат говорит, можно, говорит, я пятничную молитву дома почитаю, по телевизору на имама посмотрю? Там же азан сказали, в принципе, имама я вижу по телевизору, и дома, говорит, намаз прочитаю. А тот говорит, ему отвечает, ну тогда ты знаешь, что еще сделай? Тогда ты еще на холодильник черную материю накинь, сделай таваф, говорит, умру соверши, а вместо замзама воду из крана попьешь, говорит. Но, безусловно, это неприемлемо. То есть этим ответом, он сказал, дал понять ему, ну ты о каких вещах смешных говоришь. Поэтому одним из условий, или, скажем, обязательных действий, фард, так называемый. Фард – это то, что является обязанностью для каждого верующего человека. Фард – это совершение этого фарда является, то есть, как результат дает награду, а как несовершение, результатом это является грехом. Причем пятничный намаз – это фардуль айн. Есть два понятия – фардуль кифая и фардуль айн. Фардуль айн означает, что каждый обязан. Вот это пятничная проповедь, пятничный намаз, простите. А фардуль кифая – это когда один делает, а с других спадает. Например, джаназа намаз. Человек умер, если сколько-то верующих вышло, почитали намаз джаназа, со всех остальных спадает. Но если никто не вышел, грех распространяется на всех верующих людей. Вот что значит фардуль кифая. Так вот, пятничный намаз – это и есть фардуль айн. Каждый мужчина обязан прийти на пятничную проповедь, на пятничный намаз в том числе. Кто является обязанным? Это взрослый, совершеннолетний человек, разумный, свободный, не находящийся в поездке и не болеющий. Для каждого такого мужчины пятничный намаз является обязанностью. И Аллах Субхану в Коране говорит, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, я юхаллазина аману ида нудия лиссалати мин яумил джум'ати фас'ау иля зикриллахи вадаруль бай', заликум хайру лакум ин кунтум та'ламун». О тех, которые веровали, когда призывают намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, оповещает, переводится хадис от Абу Дауда. Пятничный намаз – это фард для любого, кто достиг зрелого возраста. Вот о чем говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Далее Аллах Та'аля продолжает в этой же суре Джум'а. «Фаида худияту саляту фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллахи вазкуруллаха каthира ла'аллякум туфлихун». Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, быть может, вы преуспеете. Джума, 62 сура, 9-10 аяты. И в связи с пятничной проповедью поднимаются некоторые пункты. Первый пункт, что пятничный намаз невозможно проводить через интернет, в каком-то другом здании, в каком-то другом помещении, дома и так далее. Пятничный намаз проводится с джамаатом, с обществом, либо в мечети, либо на открытой местности. Поэтому здесь есть моменты такие определенные. Поэтому, когда наступает время пятничного намаза, каждый человек, мужчина, верующий человек, зрелый, совершеннолетний, он должен оставить все и пойти на эту пятничную проповедь, на пятничный намаз. Это является обязанностью, как я сказал. Аллах Субхану Тааля нам дал 24 часа. Среди этих 24 часов Он обязал нас посвятить некоторое время намазам. Среди них пятничный намаз тоже. То есть вот это время пятничного намаза, это время, которое не наше абсолютно. Мы не имеем права претендовать на него. Мы не имеем права использовать его в своих целях. Если только нету что? Условий, по которым тебе разрешается пропускать этот намаз. Когда ты путником являешься или когда ты болеешь. В остальных случаях человек обязан прийти, верующий человек, совершеннолетний, разумный, обязан прийти на пятничный намаз. Это является обязанностью для него. Получит награду или получит грех, он сам, естественно, выбирает, прийти или не прийти. Сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершил молитву в мечети, то есть это место, куда есть доступ всем. Если, например, мы сделаем выборочный доступ, то здесь уже пятничный намаз проводить будет невозможно. Каждый должен суметь, для каждого человека должен быть доступ на эту пятничную молитву. Безусловно, совершение других фард-намазов с джамаатом является сунной. В то время как для пятничной проповеди джамаат
количество людей определенное, сейчас мы к этому подойдем, является условием для того, чтобы его провести. И пророк Мухаммад ﷺ говорит, что в хадисе относительно намазов: «Вся земля сделана для меня чистой и местом для поклонения, поэтому где бы ни застал человек время намаза, он должен совершить намаз там, где находится». Приводится хадис в Бухари. Но опять же, пятничный намаз. Здесь, естественно, другое. Здесь должен быть коллектив. Пророк Мухаммад ﷺ также оповещает: когда наступает пятница, на каждой двери мечети находятся ангелы, которые записывают людей по мере их прихода. Первых первым, и пришедший рано подобен принесшему жертву Аллаху верблюда. Пришедший на молитву позднее подобен принесшему жертву корову. Пришедший на молитву еще позднее подобен принесшему жертву рогатого барана. Пришедший на молитву еще позднее подобен принесшему жертву курицу. Пришедший на молитву еще позднее подобен принесшему жертву яйцо. А когда имам начинает читать хутбу, ангелы закрывают тетради и слушают зикр. Хадис приводится в Бухари. И когда мы касаемся с вами количества людей, то здесь есть разногласия ученых, естественно, по мазхабам, по школам. Так, по ханафитской школе должно быть не менее 3 человек, не считая имама. То есть, если есть такое количество, то джума проводится. Если всего 2 человека, скажем, или 1 человек, тогда джуму проводить мы не можем. Кроме имама, естественно. По мнению маликитской школы, это просто вам объективная оценка, чтобы вы понимали, это 12 человек. По мнению шафиитской и ханбалитской школы, там не менее 40 человек. Причем есть моменты, связанные с тем, что в коллектив должен состоять из людей, для которых этот джума намаз является обязанностью. То есть, если среди этих 3, если брать по ханафитской школе, есть мусафир, путник, то он не считается. То есть, должен быть тот, на ком является джума намаз обязанностью. Одной из мудростей пятничной проповеди или пятничного намаза является что? Это обеспечение того, что верующие, проживающие в каком-либо месте, собирались раз в неделю и обменивались своими вопросами, проблемами, помогали друг другу. То есть шли к единству, объединялись. Не просто так, как чужие люди собрались и как чужие люди разошлись. Мы одна семья, это мы не раз повторяем, это всегда. Мы повторяем, это мы одна единая семья, один единый организм. Поэтому, если видишь, что у брата проблема, есть возможность, помоги. Нет возможности, да хотя бы попроси у Аллаха, субхану ва тааля, чтобы он помог ему, хотя бы молитву сделай за него. Это как минимум. Почему эту тему я затеял? Хотел просто в одной проповеди только в конце сказать, но вот затронул, и оказалась такая тема, чтобы время ваше не занимать, думаю, давай сегодня только про пятничную проповедь расскажу. Дело в том, что у нас бывает так, что часть людей приходит вовремя на пятничную проповедь. Это, может быть, касается всех мечетей. Часть людей опаздывает. И здесь возникает одна проблема. Тот, который опаздывает, начинает заходить, давай салям. Ассаляму алейкум, ассаляму алейкум. Что он делает? А другой, который не знает, ему отвечает. Он лишает того брата награды за пятничную проповедь. Потому что когда ты сидишь на пятничном намазе, на пятничной проповеди, ты не можешь отвечать, даже возвращать салям. Поэтому если пришли с опозданием, тихонько зашли, никому не машите, ни салям не давайте, садитесь просто и все. Это очень важно. Это не будет проявлением, скажем, неуважения, нет. Здесь в первую очередь уважение к Аллаху, а второе это будет уважение к вашему брату. Почему? Потому что вы сохраняете его награду. А если его спровоцировать на то, чтобы он отвечал вам, вы помогаете ему потерять награду. Это есть не проявление любви ради Аллаха субхану ва тааля. Поэтому во время пятничной проповеди не нужно сидеть в телефонах. Если вы сидите у какого-то имама, и вам хочется залезть в телефон, отвлечься, значит вы сидите не у того имама. Почему я объясняю? Потому что на сегодняшний день у многих людей знания об исламе ограничиваются пятничной проповедью. Больше времени нету. И проводить эту пятничную проповедь без пользы, это совершать преступление против самого себя. Поэтому, если вы сидите у имама, которого не слышите и не хочется слушать, или там не понимаете что-то там, тогда ищите того имама, где вы будете слушать, извлекать пользу, для того, чтобы работать целую неделю над тем, что он сказал. Вот как мы должны воспринимать пятничную проповедь. Брать информацию, которую мы будем внедрять в свою жизнь, полезную, доводить до жен, до детей, может быть, начиная с себя, безусловно. Но если мы будем проводить пятничную проповедь, просто посидел там, да, намаз почитал, о чем, что, как, и неинтересно было, пользы не будет, продвижения не будет.
Одно из больших мудростей пятничной проповеди именно в этом заключается, что человек должен извлекать из нее всегда пользу для себя, внедряя в свою жизнь. И пророк Мухаммад, саллиллаху просто раз затронул награды, говорит: если бы вы знали о достоинствах первого ряда, то есть в намазе, да, вы, несомненно, соревновались бы между собой, чтобы помолиться в первом ряду. Если бы вы знали награду за выполнение молитвы сразу с заходом времени, вы, несомненно, соревновались бы между собой, чтобы помолиться вовремя. И если бы вы только знали о достоинствах ночного и утреннего намаза, то вы обязательно приходили бы в мечеть для выполнения намаза в коллективе, даже если вам пришлось передвигаться на коленях. Хадис Аль-Бухари. В другом хадисе Мухаммад говорит: коллективный намаз в 27 раз превосходит намаз, совершенный в одиночку. То, безусловно, это не о тех величинах идет, но вот там дали 1 000 000 рублей, а здесь 27 миллионов рублей. Куда пойдешь? Тебе говорят: слушай, вот сегодня 5 часов утра, если в мечеть придешь, тебе 27 миллионов дадут, а если не придешь, всего лишь 1 миллион. Придешь, нет? Ну, конечно. Это же деньги. А здесь награды. И мы эти награды узнаем, примем в судный день. И более того, мы будем уже ощущать его здесь, в этой жизни. Потому что с каждым поклонением, чем больше награды у поклонения, тем больше мы с вами обогащаемся духовной пищей, даемой в сердце. А это отражается уже на наших делах, на наших настроениях, на наших выстроениях приоритетов, что является приоритетом в жизни, на нашей любви к Аллаху, на нашей любви к верующим, на нашем отношении вообще ко всем людям. Это все вместе, это в комплексе взаимосвязано. Поэтому у меня один знакомый был, тоже всегда на утренний намаз так с трудом вставал, и всегда задавал вопрос: если бы тебе дали деньги, ты встал бы? Пожалуйста, даже с такими вопросами можно себя поднимать, никаких проблем. Просто намерение, а Аллах даст больше. Сколько тебе не сулили бы, Аллах ведь даст больше. Все, раз Аллах дает больше, значит нужно вставать. Если некто, тщательно совершив ритуальное омовение, последует в мечеть с целью выполнения там намаза, то его путь также засчитывается как совершение поклонения, и его один грех стирается. Он начинает получать саваб с минуты ожидания начала молитвы в мечети. Пока он никого не мучает, и его омовение не нарушено, ангелы молятся этому человеку: «О Аллах, прости этого раба, помилуй его и прими его покаяние». Хадис приводится в Абу Дауде. Поэтому давайте не будем терять награды. Во-первых, будем приходить на пятничную проповедь вовремя, чтобы ангелы записали нас. Это же награда. Во-вторых, давайте будем там, в тех мечетях, где мы воспринимаем лектора. Понятно, что у каждого свой лектор. Кто-то, может, слушать, воспринимает того, кто однотонно говорит. Кто-то воспринимает того, кто разнотонно говорит. То есть нужно найти того лектора, кто качественно доносит до вас информацию, и которого вы слышите, и слушаете, и внимаете, и применяете на практике. Это очень важно. Поверьте. И третье, если опоздали, дорогие братья, давайте будем проходить тихо, спокойно, никого не отвлекая, не давая салям, потому что мы должны любить друг друга ради Аллаха. Именно, когда мы с вами не мешаем, не отвлекаем человека во время пятничной проповеди, мы с вами заботимся о нем, мы с вами любим его, мы с вами проявляем к нему уважение. А отвлекание – это есть проявление неуважения. Даже, может, человек не знает, но и это и есть проявление неуважения. Потому что ты о своем брате не заботишься. Ты не заботишься о его награде. Поэтому давайте, если опоздали, не будем отвлекаться. Пришли, сняли одежду, сели, даже можете ни на кого не смотреть. Даже не махать головой. После джума, пожалуйста, обнимайтесь, здоровайтесь, хоть по 5-10 минут. Никто вас с мечети не выгонит, потому что это ваша мечеть. Это дом Аллаха Субхану ва Тааля. И Он открыт всегда для вас. Поэтому Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы мы с вами не теряли награды и были причиной того, что другие не только не теряют награду, а наоборот получают ее. И если кто-то придет новый, не стесняйтесь доводить информацию до него. Аккуратно, мягко, в красивой форме. Безусловно, не так, что «а ну заткнись!» Так не надо. Человек скажет: «Я что-то первый раз пришел, а больше что не приду». Нет, в красивой форме. Аккуратненько, чтобы он понял, чтобы он в следующий раз опять пришел сюда, вспоминая, что ему брат, независимо от того, что он нарушил, пояснил красиво и аккуратно. Значит, в этой мечети человек может приходить, в любой мечети человек может приходить в мечеть, значит, ему там пояснят, если он не прав. Никто на него наезжать не будет.